утверждаю, чат GPT игрок, античеченское и профсбшное зло. Об этом и многом другом давайте поговорим, друзья. Но для начала вас предупреждаю, друзья, чтобы те, кто находится в оккупированной Ичкерии либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать как-либо. И не распространяйте ссылку на наш стрим. Это для вас небезопасно, друзья. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы. Давайте проведем этот прекрасный вечер, прекрасные 1,5 часа, или может быть даже 2 вместе. Как-то так, друзья. Вначале я бы хотел вас немножко ознакомить с парламентской ассамблеей Совета Европы. На самом деле, если вот я об этом говорю не для того, чтобы там кто-то подумал, что мне нужно куда-то в ПАСЕ, или что это ПАСЕ из себя что-то представляет. На самом деле это такой дискуссионный клуб, который ровно счетом из себя ничего не представляет. И вот в этом дискуссионном клубе в ПАСЕ в январе 26 года создали неполноценную делегацию так называемой российской оппозиции, консультативную платформу для диалога с российскими демократическими силами. Вот что меня больше всего возмущает. Это не демократические силы. Всю гибню, всю грязь, которая есть здесь, в Европе, якобы как будто оппозиционную, туда пригласили. Там, может быть, я всех людей не знаю, поэтому я не буду всех огульно обвинять. Но я считаю, что в основном это агентура российская там работает. И вот они создали вот эту платформу. Это структурированный формат общения после исключения Совета Европы в 2022 году из-за войны в Украине. Нужно напомнить, чтобы никто не забывал, а то получается, что как будто война началась и Путин вообще с неба свалился только там, в 2014 году или в 2022 году. Надо напомнить, что ПАСЕ пособник геноцида чеченского народа, молчаливым согласием, одобрением, своим поддакиванием, как и весь мир, в принципе. Весь мир, который способствовал геноциду, и сегодняшняя война в Украине – это прямое следствие той политики, которую вели тогда некоторые либо коррумпированные, либо просто аморальные уроды. И мы вот пришли к такой ситуации, что сейчас гибнут огромное количество людей. Может, кому-то это нужно, может, дьявол, бес, сатана, может, вот, вместе с Путиным и с ФСБ вместе занимаются всем этим. Не знаю. Но я знаю одно, что 1-2 октября 2025 года была создана эта платформа, и туда пригласили всех КГБшников, ну, не всех, опять же, многих КГБшников. За это голосовали практически все, кто входит в ПАСЕ. Воздержавшихся не было. И вот список принятых участников. Так, Гудков Дмитрий, бывший депутат, сын генерала ФСБ, ну, некоторые говорят полковник, некоторые и так далее. Неважно, депутат, бывший депутат Государственной Думы. Когда нас уничтожали, чеченцев, его папа, они вместе помогали нас уничтожать. И сейчас их в ПАСЕ они принимают и так далее. И вот другого уважаемого русского россиянина в ПАСЕ не нашли. Нашли вот только вот такого
для чеченского народа начинается очень похожим человеком на Гиркина. Война против Украины начинается уже Гиркиным, похожим на того, кто взрывал дома в 99 году и провоцировал войну. То есть это такой профессиональный провокатор, которого почему-то на украинских каналах, ну, правда, интересные вещи рассказывал. И было даже приятно слушать, как он причитает и как он ноет. Но этот человек военный преступник, и на его руках кровь чеченских людей, женщин, детей, стариков, вот на этом Гиркине. Не говоря уже о том, что он взрывал русских перед тем, как начать русских дагестанцев, для того, чтобы начать войну, обвинить в этом нас. И какое совпадение получается? Фейкин, который провокатор, находясь в Украине, призывает захватывать чеченских граждан, ну, лиц чеченской национальности, проживающих в Украине, в том числе граждан, возможно, Украины. Об этом я вам в прошлом стриме рассказывал. Есть видео у меня и на YouTube-канале, и, по-моему, в TikTok там, наверное, тоже есть. Марк Фейгин считает, что дома взрывали все-таки не ФСБшники. Вот все знают, а вот Латынина, Фейгин, они не знают этого. Вот смотрите, с кем мы имеем дело. Пока эти люди здесь находятся, все, что мы делаем, это все, ну, мы как будто с ветряными мельницами боремся. Самое зло у нас здесь появляется. Причем у него миллионный канал, и никто его не запрещает на территории России. А мой канал, который 122 тысячи подписчиков, он уже, когда было 30 тысяч подписчиков, был запрещен на территории России. Никакой рекламы, ничего мне не давал YouTube. Ну, все заодно. Вот только-только мне включили. Я даже не знаю, почему включили. Может уже наши власти там где-то в Ютубе пришли, я не знаю. Но до сих пор не давали. Но этот человек заседает у них там. Ну, деловые люди, у них там много подписчиков. Владимир Карамурза, политик, вице-президент Free Russia Foundation, член антивоенного комитета, бывший политзаключенный. Владимир Карамурза и его папа настолько гнилые товарищи, я вам скажу, вот этот Владимир Карамурза. Я когда он сидел, я за него писал, я там тексты писал, поддерживал его. Но я не знал, насколько его папочка и он сам гнилью оказались. Это абсолютные имперцы, абсолютные чеченофоб, вот этот Владимир Карамурза. Просто вонючий чеченофоб. Знаете, в чем дело? Дело в том, что вот этих товарищей, Карамурзу, кого там еще каких-то там нескольких, короче говоря, русские приезжают, убивают здесь чеченцев, там других людей, проводят теракты, и потом задерживают там американских, немецких, либо просто граждан, либо шпионов, ну не знаю, кого они там задерживают, но задерживают каких-то людей, и потом своих террористов обменивают на своих граждан. Ну и Запад, как бы и Германия при делах. Германия, ну, все, отдала, забрала своего, и все. И террорист, убийца Вадим Красиков сейчас гуляет спокойно. Наверное, уже сделали документы, сделали ему пластическую операцию, и он, наверное, заново приехал, наверное, сюда убивать следующую свою жертву. Ну, так просто, на всякий случай, как здесь отношения, так. Вот такое вот отношение. Каждый пытается извлечь себе пользу. Так вот, когда этот обмен происходил, вот этих всех Карамурз, там разных, там всяких пивоваров, вот этих, как их там, я не всем помню, 3, по-моему, штуки было. Их в дар передали, не обменивали. 6 американцев и немцев обменяли, или 8, если я не ошибаюсь, на 8 русских. А этих троих или 4, вот этих так называемых оппозиционеров, передали в дар. Понимаете? Их подарили сюда, на Запад, чтобы они здесь дальше вели и такие жертвы, там, они там супер-пупер. Ну просто посмотрите, я просто перевожу вам как есть. Если я где-то не прав, вот Марк Фейгин, как он сам говорит, это блестящий адвокат, он может меня подать в суд. С удовольствием буду судиться. Гудков может, Наталья Арно есть, президент Free Russia Foundation. Ну, я не знаю, кто она такая, просто поэтому оставлю ее. Но вот такой вот Владимир Карамурза. Потомственный чеченофоб и имперец. Просто люто ненавидит чеченцев, но обменяли за чеченцев, и не одна эта сволочь, а Яшин там, по-моему, еще одна есть, такая
сволочь не сказала спасибо чеченцу, не сказала семье Зелимхана Хангашвили или просто хорошего слова про чеченцев. Никогда ни до, ни после того, как их передали. Если их как бы обменивали там, убийц, там, туда-сюда. Просто тишина. Они нас люто ненавидят. Поэтому я так им отвечаю. Так у меня к русским вообще вопросов нет. У меня есть друзья русские, у меня есть очень хорошие люди, с кем я общаюсь, но вот с этими как бы не очень у меня получается. Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам, соучредитель Free Russia Forum, член антивоенного комитета. Как мы знаем, Гарри у нас является чемпионом по шахматам, и ты не мог стать чемпионом по шахматам, тебя даже не допустили, если ты не сотрудничал с КГБ в советское время. Мне довелось общаться с этим мерзавцем, абсолютный мерзавец, абсолютный лжец и инсинуатор. Они как-то проводили Ходорковский, там вот эта вся гоп-компания, КГБшная, комсомольская гоп-компания проводила в Литве форум «Свободная Россия», и я там оказался. Так вот, Гарри Каспаров рассказывал, что с Чечней разговаривать бесполезно, там все исламисты. Понимаете? Разговаривайте с этой рубой, перерыв, там подошли к нему, говорю, а где вы там исламиста видели? Дайте нам возможность выступить. Мы чеченцы, я тогда поддерживал, думал, что Ахмед Закаев на нашей стороне, а это, оказывается, из этой же когорты. И я этому Каспарову говорю, Гарри Кимич, по-моему, да? А где вы слышали, что мы там какие-то радикалы, какие-то исламисты, там туда-сюда? Ну, там это что-то там начал теряться, что-то там бегать от меня, убегал, мы его еле-еле там с другом поймали, потому что там много людей, он там увидит, убежит. Ну, как ведет себя, как потаскуха. Ну, наверное, потаскуха просто поэтому так себя ведет. И я говорю, а скажите, пожалуйста, где вы видели, чтобы вот, первый парламент чеченский, вот, что у нас там радикалы сидели? Вот, пока ваша армия не пришла, пока вы нас там всех не убили, не посадили нам своих каких-то там агентов, не было у нас никаких. Ну, короче, вот отношение Гарри Каспарова к чеченскому вопросу. То есть они все абсолютно античеченские, что Пейкин, что Карамурза, что Гарри Каспаров, что Гудков, которые люто ненавидят чеченцев, и я представляю, как они нас там представляют. Как помните, рассекреченный документ, который я публиковал, он у меня есть и в Facebook, и в YouTube, где Березовский разговаривает там с американцами, по-моему, с кем-то, вот, через 25 лет рассекретили. Березовский прикидывался другом чеченцев, там туда-сюда, там Гудковый тоже прикидывается другом, друзья чеченцев хорошо относятся, там туда-сюда. И получилось, что Березовский говорил, что мы, то есть еврей Березовский, российский еврей Березовский, рассказывал американцам, которого допустили, видимо, по еврейской линии, потому что там можно Собчак паспорт сделать, там еврейский, еще что-то можно, там какая-то своя система. И вот он рассказывал, что мы, то есть он, исконно, исторически защищали от мусульман, там, Россию и Запад и так далее, и так далее. То есть друг чеченцев, друг Ахмеда Закаева, который рассказывает, что мы исламисты и что нас нужно сдерживать. Что нас нужно сдерживать. Вот это наш такой друг. Вот это приблизительно так же они себя ведут, наверное, в этом БАСе. Место встречи ФСБ. БАСе – место встречи ФСБ. Дальше Михаил Ходорковский. Дальше Михаил Ходорковский. Предприниматель, оппозиционер, участник антивоенного комитета, бывший политзаключенный. А еще Михаил является заказчиком убийств. Кстати говоря, это тоже на меня можно в суд подать. У них деньги есть и так далее. Его непосредственный начальник ЮКОСа, начальник охраны ЮКОСа Михаила Ходорковского и Невзлина, который проживает в Израиле. Вот этих двух товарищей, начальник ФСБшник, начальник их охраны, сидит пожизненно за убийство мэра Нефтеюганска Петухова. Также на их совести есть еще убийство мужа и жены из Тамбова. Ну, вот этого начальника Пичугина, который
живет здесь, и вот его представляют политзаключенным. Политзаключенным. Убивают чеченцев, вот этот политзаключенный приезжает сюда, после того, как освобождается, и сразу дает всем, это у них маркер. Если ты к чеченцам плохо относишься, то свой. Если хорошо относишься, то предатель. Точно так же, кстати говоря, отношение это касается к евреям. Потому что я не считаю ни Ходорковского, ни Гарри Каспарова, ни кто там, Карамурза, может, тоже, ни Фейкина. Я их не считаю евреями. Хотя, может быть, этнические какие-то отношения к этому они имеют, к еврейству. Евреи очень много сброда собрали у себя, как немцы у себя тут тоже собирают сброды разные. Немцы приехали туда-сюда. Ну, сброд я имею в виду не тех, кто за кого себя выдают. Не настоящих, то есть немцев здесь. То же самое евреи у себя в Израиле набрали всех, и вот теперь поэтому страдают. Очень много провокаций происходит. Михаил Ходорковский с оружием в руках готов убивать чеченцев ради величия России, понимаете? Величия России. Правда, я думаю, что, Миша, ты бы не смог бы в одном бою со мной встретиться. Встретиться и один на один рубануться. Давай, если ты готов был с оружием в руках, мы с тобой приблизительно одного возраста, давай, короче, схлестнемся, покажешь, как ты там, кровь прольешь чеченскую, да, за что вы нас ненавидите, я только не знаю. Ну ты говно, Ходорковский, и останешься и пожизненно. И отвечать тебе за кровь, которая у тебя на руках чеченская, рано или поздно придется. Я тебе это отвечаю. Это не то, что я тебе что-то сделаю, это я знаю, что мы, чеченцы, тебе этого не забудем никогда. Ни тебе, ни Невзорову, ни всем вот этим вашим умникам, которые делали себе имя и деньги на нашей крови. Никогда мы вам этого не забудем. И каждое слово, которое я сейчас произношу, отражается в тысячах чеченских молодых сердцах, которые через 20 лет, через 10 лет все будут прекрасно помнить. И вы не будете себя чувствовать безопасности, пока вы не сядете на скамью подсудимых. Дальше тоже интересные персонажи. Просто все дерьмо собрали в этом пассе. Олег Орлов, правозащитник, сопредседатель мемориала. Олег Орлов, человек, который правозащитник из мемориала, уважаемая правозащитная организация, реально. Там реально уважаемые люди работали. Но что не скажешь об Олежке Орлове. Олег Орлов соучастник, легитимизатор геноцида чеченского народа. Руководитель мемориала Олег Орлов является соучастником и легитимизатором геноцида чеченского народа, который провела фашистская ФСБ, его родное, и его родная русня-матушка. Понимаете? И он был необъективный независимый правозащитник. Он за русских мальчиков переживал. Хотя его обвиняли, вот там Орлов, тоже его в еврействе подозревали, что вот он там наших русских мальчиков туда-сюда. Ничего, никакого еврейства там нет, я вам отвечаю. Это самый настоящий русский имперец, который люто ненавидит чеченцев. Люто. И, конечно же, мы должны об этом всем рассказать, чтобы все знали, а то они на нашем имени, на нашей крови сделали себе имена, миллиарды, деньги, и теперь хотят быть уважаемыми людьми. Ну, в ПАСЕ вы, может, будете уважаемы в этом гадюшнике, куда вас приглашают, но в приличном обществе среди чеченцев вы точно не будете уважаемы. Я вам гарантирую. Больше я вам гарантии дать не могу, но это могу гарантировать. Так, Андрей Волна, его не знаю, Любовь Соболь, юрист, бывший участник ФБК, антивоенкомитета. Ну, это тоже, это оппоненты, кстати говоря, тех, кого вот, Волкова вместе с ним, которого Ходорковский и Невзлин хотели похитить, там, побить, похитить, вывести в Питер, короче, запугать всю оппозицию они так хотели. То есть мы должны испугаться, мы должны все упасть, умереть, там, тут приехали, тут суперолигархи, там, крутые, все такое, да. Любовь Соболь, ну, некоторые утверждают, что ФБК курируется, управляется, как и сам покойный Навальный, управляют из администрации президента фашистской России. Просто чтобы вы знали, на всякий случай. Надежда Толоконникова, участник Пусси Райт, учредитель медиазона, бывший политзаключенный. Мне кажется, единственный вот из этого списка, кого я перечислил, самая честная из них, это Надежда Толоконникова. Я думаю, она не КГБшница.
читаю. Смотрите, что пишет. 5 представителей коренных и малочисленных народов России. Запомнили? 5 дополнительных, тем я сейчас перечислял, 5 представителей коренных и малочисленных народов России. И первый идет абсолютно не чеченец. Я чеченец, я ничего против не имею ни чеченцев, которые живут у нас в Чечне и представляются чеченцами. Много людей сражалось, гибло. Абсолютно, это они лучше меня, они достойнее меня во всем. Но есть еще среди нас и не чеченцы, которые продались русским, как и некоторые чеченцы. Вот этот Руслан Кутаев не чеченец. Этнически это не чеченец. Здесь написано чеченский деятель. Позже временно предоставил участие из-за спорных заявлений. Спорное заявление было у него о том, как раз нужно было, это провокатор, это я полагаю, что Руслан Кутаев это генерал ФСБ, и друг Степашина, он считает Степашина, который развязал 2 войны, устраивал там геноцид, Руслан Кутаев считает самым адекватным, считает Степашина. Военного преступника, который Джохар Дудаев называл поименно еще первую русско-чеченскую войну инициатором и провокатором этой войны, Руслан Кутаев считает его самым адекватным. Видимо, Руслан Кутаев вместе с ним устраивал геноцид чеченского народа. Я считаю, Руслан Кутаев враг чеченского народа, предатель, прикидываясь чеченцем. И я полагаю, что ему нет места в нашей стране, Чеченской Республике Ичкерия. И если его род не откажется от него, то его роду там нет места в Чеченской Республике Ичкерия. Если от него не откажутся. Или если они бывали соучастниками. Потому что я думаю, на этом Кутаеве не просто по локоть, но по макушку в чеченской крови. Это провокатор высшей пробы. И, скорее всего, генерал ФСБ, еще раз я говорю. И абсолютно не чеченский. Вот когда вот этот чувак сделал заявление по поводу, как раз когда было там убийство чести, там туда-сюда. Вы знаете, очень интересно, я в ТикТок иногда натыкаюсь на разные видео, где девушки уже взрослые, там 30-летние, там 40-летние тетки, рассказывают о том, как их папа насиловал, брат насиловал, дядя насиловал. Прям вот в ТикТоке я смотрел там 1, 2, даже 3 канала появилось. И ты смотришь, и вот они эти вещи рассказывают. И вот эти люди нам рассказывают какие-то отношения к женщине, отношения к семье. То есть они прямо рассказывают сегодня о том, что их отцы их насилуют, что их братья, дяди их насилуют. Мужчины, мальчики рассказывают, что их тоже отцы насилуют. И они нам рассказывают на голубом глазу, что у нас в семье что-то плохо. Вы даже не знаете, насколько нравственно мы далеки от вас, насколько морально чеченское общество далеко от вас. И вот эти люди рассказывают, что у нас какие-то убийства чести, какие-то там преследования. Знаете, есть такая хорошая пословица: со своим свиным рылом в калаш наряд не суйся, не суйтесь к нам. У вас вообще в приличном обществе нет слова. Сперва разберитесь, кто насилует ваших детей дома. Потом будете кому-то что-то рассказывать. Но это неинтересно, потому что нужно обучить чеченцев. А эту тему они сами рассказывают. Что их папы и там дяди их насилуют, это они сами рассказывают. Сами прям сидят и рассказывают, это контент из этого делают, там и комментарии, там можно посмотреть, послушать. Много таких пишут, снимают видео и так далее. И они рассказывают про какие-то там убийства чести, там туда-сюда. Так вот как раз когда была эта провокация про убийство чести, вот этот не чеченец Руслан Кутаев, по локоть в крови чеченского народа, враг чеченского народа, представляющий по какой-то ошибочной случайности в ПАСЕ чеченский народ, который является, как он считает, или кто тут в ПАСЕ считает, вот эти все пособники геноцида чеченского народа, которые считают, что представители коренных и малочисленных народов России, оказывается, представьте себе, мы 6000-летний народ, самый древний народ на Земле, один из самых древних народов на Земле, оказывается, является коренным народом России. Я хочу сказать, что все, кто входит в ПАСЕ, я вас всех объявляю коренным народом России. Я вас всех добровольно, безвозмездно дарю России. Пока вы
грош вам всем цена, и вашему этому ПАСЕ, и всем, кто там заседает, грош цена. Извините за правду, вынужденная мера. Поэтому потом, когда получился этот спор, еще тот сделал антисемитские такие наброски, потому что идет усиленная пропаганда проевреев, антисионистские такие пробросы, и, видимо, он таким вот образом решил заручиться помощью мусульман. Потому что их болванят этих мусульман, как и евреи, кстати говоря, болванят антимусульманской пропагандой, мусульман болванят антиеврейской пропагандой. Это факт, открытый факт. И евреи, которые кажутся очень умные, на самом деле не застрахованы никто. Ни евреи, ни чеченцы, ни все остальные от этой пропаганды, которая нам навязывают. И вот когда возник этот момент, что это явно антисемитские, антиеврейские такие заявления сделал Руслан Кутаев, вылез правозащитник Олег Орлов с большим авторитетом, с большой репутацией, из мемориала целого, и начал наступаться за Руслана Кутаева. Вот так вот. То есть, вроде бы как будто обвинявшего Орлова обвиняли, что он еврей, и поэтому он за чеченцев, а не за русских военных, которые убивают чеченцев. А когда Руслан Кутаев сказал на евреев что-то, заступился вот тот самый Орлов, который якобы еврей, и который против русских мальчиков. На самом деле он сам потом говорил, что он за русских мальчиков. Не за чеченских женщин, детей, кого пришли его армию убивать, а за русских мальчиков, то есть за убийц. И если вы думаете, сейчас они переживают, там, Ходорковский рыдает там за Украину и так далее, они рыдают не поэтому, они рыдают за своих русских мальчиков. Вы не верьте им, не верьте ни на секунду. Не верьте ни на секунду. И вот нас таким образом ПАСЕ, это, конечно, ничто, сама ПАСЕ, это такая дискуссионная площадка, никаких решений, ничего они не представляют из себя. Но, знаете, формально, это, знаете, это плевок в сторону чеченцев. Всех свободных народов постсоветского пространства, это плевок. Понимаете? Вот так они к нам относятся. Они хотят сказать, вот мы считаем, вот нет у них ни одного факта, что мы являемся частью фашистской России. Но нет, мы так считаем, они говорят. Значит, я весь ПАСЕ, кто там сидел, там, кстати говоря, и украинцы в этом ПАСЕ принимали голосование. Я вас всех дарю России. Всех. Вы все часть России. Понимаете? Пока вы называете Ичкерию частью России, я вас всех называю частью России. И пособниками геноцида я вас считаю нашего. Так, Екатерина Кузнецова, ингерманландская активистка. Ну, я такой не знаю. Видимо, скоро будет Санкт-Петербург или, может, Карелия. Может, Санкт-Петербург останется приходить, возвращаться в родную гавань Финляндию. Может, с этим связано. Потом появились какие-то ингерманландские, ну, есть такие народы, я ничего против не имею, просто никогда они не заявляли, ничего они не делали для того, чтобы бороться за свободу. Грузины боролись, украинцы борются, чеченцы борются, много кто борется. А этих я никогда не слышал. Но сейчас появились. Вот вам. Это кому-то нужно, значит. Василий Матенов, движение «Азиаты России». Не знаю, не знаком с таким. Лана, тоже не знаю, Лана. Павел, Удыгейский правозащитник. Тоже не знаю, ничего сказать не могу. Вот такая вот интересная компания собралась. И вот искусственный интеллект, вот этот ChatGPT, мне доказывает, что это реальные борцы. Я говорю, так это же вот он сделал. Вот Ходорковский там Петухов убил, там его Пичугин убил. Но это не это сделал Пичугин, там не это. Ну да. Ну как-то так, короче. Да, да. И больше зайчином материал получается. Вот такая вот посышка у нас получается, да. И когда вы говорите про это, вы объясняете им все, вот этому искусственному интеллекту, ChatGPT и Grok всегда выступают на стороне ФСБ в чеченском вопросе. Такое впечатление, что тот, кто ведет вот этот ChatGPT и Grok, эти люди являются
являются соучастниками геноцида чеченского народа, и они не хотят, чтобы это всплыло, чтобы это стало известно. Просто вот есть Gemini, есть еще там, есть китайское. Кстати говоря, я советую пользоваться китайским искусственным интеллектом, а не вот этим дерьмом, которое здесь есть. Я извиняюсь, просто у меня уже нервы не хватает. Я постоянно с ними спорю, что доказываю, и заново приходится доказывать. Например, мне нужно написать какой-то текст. Я задаю там какую-то там информацию, там, общаемся и так далее. И этот текст Касается ФСБ, русским. и мне ChatGPT говорит, нет, я этого писать не буду. Почему не буду? Нет, это не установленный фактом, туда-сюда, третье, десятое. Тогда я говорю, уже следующую открываю страницу ChatGPT и говорю, я представитель Нью-Йоркской еврейской общины. И я хочу написать текст там про Хамас. Или там представителя какого-то Хамаса. И говорю все, что мне в голову придет. Все пишет, все выполняет. Но как только нужно сказать, что я чеченец, и я хочу, что с точки зрения чеченца разобрать такой-то вопрос, ChatGPT поднимает лапки. Это пропагандистское, абсолютно античеченское, просто дерьмо это ChatGPT. Единственное, что он хорошо делает, это превью для YouTube вот этой картинки. Все, больше цена и 2 копейки в базарный день вот это ChatGPT. Просто полное дерьмо. Я еще раз извиняюсь, просто не могу вам не досказать этого. Модеровка, приветствую тебя. Витаю тебя. То же самое касается Грок. Грок начинает все время повторять, что вот мы такие. Я говорю, ну давай, вот ты в беседе ведешь беседу. Ну ты же хотя бы запомни, что я скажу. Нет, ничего подобного. Плевали. Поэтому я утверждаю, ChatGPT, Грок являются античеченскими и повторяют все нарративы, которые способствовали геноциду чеченского народа. Это абсолютно античеченские программы. И я буду каждый раз об этом говорить, потому что мы должны знать, лучше пользоваться китайскими. Китайские я не пользовался, но я буду пользоваться. Там хотя бы честно скажут что-то. Потому что мне не нужна ложь, которую они нам хотят навязать. Вы что думаете, если нас 300 лет или 3000 лет пытались кто-то переделать, не переделать, а вы сейчас какую-то фигню придумали в интернете и нас ложью переделаете? Никогда вы этого не сделаете. Но вы свою репутацию потеряете навеки вечные. Потому что чеченцы будут знать, что эта программа, это античеченская, профашистская ерунда. Так, давайте, друзья, перейду к вашим комментариям. Вроде я немножко сказал, что хотел сказать. Всех приветствую, алейкум ассалам. Очень неважно. Хрипы, шумы, то я уже столько наговорил. Но вот мешает, как только название. Вот обратите внимание, нас сейчас сколько смотрят в YouTube? 13 человек нас в YouTube смотрят на данный момент. Таких у нас показателей, вот только мне стоит название что-то про ФСБ сказать, про ChatGPT сказать. Ну, это одна команда, я уже полагаю. И сразу же у меня появляются проблемы. Вот вам, как они действуют, да? Ну, правду-то они не скроют, понимаете? Правду-то мы будем говорить. А звук плохой, да? Да, звук плохой. Жаль, конечно, звук плохой, то приходит сейчас. Господи. Так. Википедия лучше, чем ChatGPT. Абсолютно точно. ChatGPT вообще это конченая просто. Так же, как в рекламе. Да, конечно. File Survive играется точь-в-точь как в трейлере. Игра супер затягивающая. В ней нет рекламы, и ее можно скачать бесплатно. Добро пожаловать в мой отель в пустошь. Сначала
мне кажется, получше сейчас звук стал, да? Википедия может править кто угодно. Ну, в этом и прелесть. Я могу вправить, понимаешь, Википедию. А ChatGPT я ничего не могу сделать. Он будет Давать эту программу как за истину. понимаете? Да, вы пошли вы к черту, вы нам Хотите навязать ложь? Первый вопрос это чеченский вопрос. Если нет вопроса справедливости, объективности, честности в чеченском вопросе, то грош цена вот этому всему остальному. понимаете? А лишь мой, почему самые глупые люди пишут мне здесь, говорят, вот этот чувак. Да, интересный, конечно. Салам, Владимир Аминович, шалом, дорогой. Всем салам, витаю, шалом. Так, скажите, микрофон неправильно расположен, поэтому нету. Микрофон расположен в телефоне, все правильно. Не знаю, в чем связано. Я знаю, в чем связано. У нас всегда так бывает. Если какое-то у меня название их не устраивает, Наверное, да, может микрофон ближе пододвинуть. Если не устраивает, сразу начинаются какие-то проблемы. Ну, когда у нас было, чтобы у нас вот в YouTube 20 человек смотрело? Ну, вот когда такое было? Вот последние недели у нас постоянно срезы идут. Вот так же не бывает. То резко у нас 1000 человек смотрит, то у нас 20 человек смотрят. Идет атака. Понимаете? Работа ведется. ChatGPT пишет так уверенно свое вранье. Да, абсолютно верно. Абсолютно так вот просто лжет. Это ChatGPT. Я буду говорить, потому что если мы сейчас не сделаем, они тут закрепятся, они тут авторитетами станут, и они будут там как будто правды. Никакой правды там нет. Ложь. Ложь. У вас канал заблокирован. Конечно, мой канал заблокирован. Конечно, я же работаю. Я же не Являюсь ничем симулякром и ничем агентом российским. Я не верю ChatGPT. Абсолютно, Бандера. Там то же самое касается сейчас украинского вопроса. Они всегда про ФСБшная там тема. Они могут что-то там плохо про Россию. Россию сказать и так далее, но всегда это про российская тема. Всегда. А чеченский вопрос Это маркер. Это главный маркер на сегодняшний день. Главный маркер. Говоря в микрофон, не отворачиваюсь. Я разве отворачиваюсь? Но я имею в виду сюда смотрю. Да нет, я думаю, не с этим связано, мне кажется. Были наушники где-то, может с ними связано. полностью наушники. Посмотрим. Как-то так, друзья. Так, рассказал я вам про всех, да? Надо, чтобы восторжествовало, правда, дело. Так, отлично слышно, отлично, Асамбек. Ну, видимо, может, да, связано было с тем, что... Куда теперь у меня делать? Открыть панель. Чата. Звук норм, юзер, все отлично. Все отлично. ChatGPT это большой обман. 100% это вообще галимая ложь, и этот Грок такая же ложь. Gemini говорит объективно. Да, он не признает многие моменты, которые следовало бы ему признавать, но с ним хотя бы можно о чем-то договариваться. Он объективен. Этот отрубает, как будто чисто там с майором ФСБ разговариваешь. Все, никаких разговоров. И самое интересное, когда я его уличил во лжи, я ему говорю, ты лжешь. Он начал обвинять меня во лжи. Вот этот Грок, не ChatGPT, Грок начал меня обвинять во лжи. Я говорю, где я тебе солгал?
Он начал говорить, ты Басаева оправдываешь. Представите себе. Говорит Басаев, он сам ФСБ Путина оправдывает. Я говорю, что Басаев это сделал, то сделал. Он говорит, нет, ты Басаева оправдываешь. Так я говорю, я не оправдываю Басаева. Я говорю, как было тебе реально. Он соглашается, что так было, но говорит все равно свое. Просто программа античеченская, вражеская. Это зло. И если первые, да, я как-то прочитал там у одних, что если у вас проблемы с нами, то у вас проблемы с Богом. Вот я теперь понял, что если у вас проблемы с чеченцами, именно не любым чеченцам, кто на улице идет там, который борется за свои права, вот то у вас проблемы с Богом. И это не только чеченцев. Если у вас проблемы с украинцами, которые борются за свою свободу, за свои права, то у вас проблемы с Богом. Вот это как правильно будет. Так вот, эта программа, игрок и чат GPT, вот у них проблемы с Богом. Они зло, они несут ложь. Ложь это зло. Ложь, пропаганда это зло. Самое настоящее. Чтобы вы знали. А то тут все так отлично, тут все там цветет и пахнет, там технологии прорывные, космос, Марс, там машины без водителей там, и так далее, а нам ложь навязывают. Пока вопрос чеченский не будет решаться как следует, честно решаться, то все это ложь. Не признаем. Этот чат GPT передает данные сразу спецслужбам, любой подозрительный текст. Ну, конечно, 100%, 100% передает, я думаю, это и есть спецслужба, я думаю. Я думаю, знаете как, ГРОК это Пентагон, ГРОК, потому что именно Маску выделяет Пентагон огромные деньги, это военное, ГРОК, а чат GPT это либо ЦРУ, либо там ЦРУ Моссад, вот эта тема идет там, вот эта тема у них там, я думаю так. Конечно, 100% передают. Ну, у меня все открыто, я сплю, там, купаюсь, там, еще что, я прозрачный, и меня прослушивают, и так далее. Поэтому мне скрывать нечего, я говорю, тоже думаю, и считаю, что это большое зло они нам несут. Вот этот ГРОК и чат GPT. Не хватало нам русской пропаганды, теперь эти нам будут еще с умным видом доказывать. Да, с факты приводить, доказательства, да. Слава Богу, правду победить они не могут. Слава Богу. Так. Этот чат GPT передает так. В помещении в головном уборе мужчины не сидят, прошу снять. Понятно. Посмотри, кого он признала самыми глупыми людьми в мире, говорит. Так тебя же не признали самым глупым. Тебя же самым дебилом признали, нет? Ну ладно тогда. Знаешь, почему тебя самым дебилом? Ты выиграл премию Дарвина. Ты прямой потомок обезьяны. Я тебя заблокирую, Дэн. За оскорбление целой религии. За оскорбление целой религии. Тоже интересная новость появляется. Смотрите. США по-русски, USA Department of State, это Госдепартамент Соединенных Штатов, их Facebook. Большинству из нас было бы трудно представить себе мир, в котором американские военные, полицейские, сотрудники пограничной службы и избранные лидеры могли бы предстать перед каким-то международным судом. Предстать перед судьями из каких-то других стран мира,
быть признанными виновными в соответствии с международными законами, с которыми мы не согласны и которые мы не контролируем, а затем оказаться в тюрьме за 1000 миль от Америки. Однако именно на это теперь претендует Международный уголовный суд, считая, что это своими полномочиями, заявил госсекретарь Марко Рубио. Международный уголовный суд поддерживается и управляется мощной сетью левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебно настроенных правительств стран третьего мира, объединенных своей неприязнью к США. Во время правления второй администрации Трампа число таких случаев продолжало расти. США начинают дипломатическую кампанию, в основе которой простая идея: суверенные государства превыше глобализма. Используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении нашего правительства, работая бок о бок со своими союзниками, мы ликвидируем этот МУС, разберем его по кирпичикам. Вот так, если посчитать этот текст, вам может показаться, что ну как так, если тебя судят и ты совершил преступление, то как тебя можно не судить? Ты же преступник, ты же совершил военные преступления, еще какие-то преступления. А если посмотреть на то, что МУС, Международный уголовный суд, он не является тем, кем он изначально должен был быть, тем органом, которым он должен был быть. То есть независимым органом. Нет, этот МУС, ни слова, смотрите, если происходит геноцид какого-то народа, вот этот МУС, либо люди, государства, входящие в этот Международный уголовный суд и ратифицировавшие вот этот Римский статут, они имеют право судиться. Либо прокурор Международного уголовного суда имеет одно из оснований начать проверку. Международный Европейский суд по правам человека вынес сотни, если не больше, приговоров по геноциду, убийству чеченцев, по массовым казням, убийствам, военным преступлениям. Ни разу вот этот Международный уголовный суд не подал ни одной ноты против того, что происходит с чеченцами. Поэтому я считаю этот Международный уголовный МУС дерьмом, извините меня еще раз, самым настоящим, бесполезным, абсолютно преступным в отношении справедливости судом, я его считаю. И все бы хорошо. Марко Рубио сейчас американцы и израильтяне попадают под раздачу, потому что он прав. Этот МУС, если бы он был бы независимым, справедливым, опять же, чеченский вопрос. Если бы это был бы независимый, не связанный с русскими, с леваками, с разными там бандитами, то этот суд бы хоть какие-то меры предпринял бы. Но он никаких мер не предпринимает. Это просто фейк, это обман для того, чтобы преследовать неугодных. Нужно было тогда Слободана Милошевича преследовать. Вот создали там где-то, все, договорились, уничтожили. А когда русских нужно преследовать, Путина нужно преследовать, ничего, никакой, тишина. Тишина, прокурор молчит, спрятал голову в песок и так далее. Теперь проблемы начались, причем этот же МУС натравливают те, кто молчал по чеченскому вопросу, сейчас натравливают на Израиль и на Америку. И вот теперь они встали в позу. Ну где вы, уважаемые американцы, уважаемый госсекретарь, были вы и другие госсекретари до вас, когда был геноцид чеченского народа? Почему вы тогда не обратили внимания на этот Международный уголовный суд, а обратили внимание, когда это вас коснулось? Может, не было бы сейчас такой критики в ваш адрес, если вы были бы последовательны, если вы были принципиальны, справедливы? Не были. Поэтому идет мощная критика, что вот американцы уничтожают МУС и так далее. А американцам уже деваться некуда, потому что их реально давят этим МУСом, вот этим Международным уголовным судом, потому что там есть за что подтянуть Нетаньяху. Если подтягивать Нетаньяху, Нетаньяху молчать не будет.
И тогда еще кто-то подтянется. Поэтому этот вопрос будет закрываться. И таким образом мы скатываемся. Не сегодня то, что вот сейчас на них наезды происходят мус от муса, и им нужно как-то защищаться. А из-за того, что в 99 году, в 95 году, в 94 году, когда геноцид чеченского народа шел, когда убили Джохара Дудаева, президента демократически избранного европейской страны, самой первозданной демократии на этой земле, президента Джохара Дудаева, когда убили, американский президент Билл Клинтон даже словом не обмолвился. Понимаете? Вот это сегодня мы пришли по вине Буша, Клинтона, ну, если брать как этих президентов. По факту, если мы же правду до конца говорим, дело не в Буше и не в Клинтоне. Это просто клиенты Эпштейна. Это просто там, ну, про Буша не знаю, про этого. Мы должны говорить про Ми-6, про ЦРУ, про Моссад. Что здесь? БНД здесь в Германии. Какие еще там? МИД, да, турецкая. Вот про них мы должны говорить. Это же профессионалы. Они же стоят на страже своих государств. А президенты уходят, приходят. Так вот, ошибка или халатность, или умышленное поведение связано именно с этими структурами, со спецслужбами. Про террористическую банду ФСБ, КГБ я вообще не говорю. Я говорю вот про этих. Кто виновен к тому, что не Буш, Клинтон, там, Нетаньяху виноват, там, один там Трамп виноват. Нет. Надо в целом брать. Вот к чему нас подвели. Сегодняшняя ситуация – это закрытые глаза на геноцид чеченского народа. И закрытые не только американцы, которые живут за океаном, а европейцев, которые на глазах происходили. Бежали оттуда чеченцы сюда, в Европу. Мы рассказывали все, журналисты снимали. И всем было плевать. И теперь мы трясемся, в Польше война будет, в Германии война будет, сейчас будут убивать. Миллионы уже, миллионы убитыми, ранеными в Украине. Что с одной, что с другой, если брать. Сколько еще Украине восстанавливаться? Все вот это, вот война идет, потери, и Трамп и Зеленский разыгрывают спектакль и забирают редкоземельные там какие-то там залежи территории себе. Ну как это так? Как истекает народ кровью, мы вам помогаем, мы вам гарантируем, отдайте бомбы ядерные России, а мы вам за это гарантии дадим. Потом объясняется, выясняется, что Путин и Трамп два друга. Британия, хоть слава богу, пока чем-то занята, вроде так особо не афишируется. На Аляске встречаются, там что-то там какие дела делают, потом Зеленского берет, там забирает у Украины, у поколения украинцев забирает редкоземельные там эти и так далее. И все умывают руки, все при делах, все бабки зарабатывают, а простой украинец, его мама оплакивает труп, над которым сидит, над гробом. Вот, и весь мир. И все это идет, потому что этот мир, с этим миром проблемы. Этот мир нездоров. Понимаете, этот мир нездоров, он болен. Понимаете, если просто вот с этими фашистами из КГБ разговаривают в ПАСЕ, посмотрите. Несмотря на то, что все с нами происходит, война, здесь теракты проводят, еще что-то делают. Здесь, в Германии, проводят русские террористы теракты, убивают людей, закладывают бомбы, выводят поезда, там еще что-то делают. А они в ПАСЕ приглашают всю гибню. Я вам могу, вот я абсолютно не россиянин, абсолютно не заинтересован вообще никак. Я вам могу навскидку просто 10 фамилий русских здесь в Европе назвать, которых достойны, чтобы их там встречались, и они за ним, если американцы, англичане просто вызовут этих русских, дадут им руку на камеру, вот так за руку поздороваются, как мы вас считаем легитимным. Вот это и есть легитимность для России. Никакие выборы, они не понимают, что такое демократия, что нужно голосовать. Там нет никаких демократий, никаких выборов. Это все симулятор. Это просто мастер симулировать все.
Вот если таких русских, не вот этих всех Ходорковских, Каспаров, на которых печати ставить, не, КГБшные печати ставить негде. Нормальных русских, или может не русский там среди них будет. С ними сделайте, вот кто будет за будущее России. Понимаете? Но такие, видимо, не нужны. Такие русские не нужны. И ничего не нужно. Вот я вам 100% гарантирую. Не 99, 100%. Возьмите таких русских, 10 человек. И эти 10 человек просто серьезных, которые не продадутся, которые проверены уже временем и так далее. Да, конечно, их нужно будет оберегать, помогать и все такое. И мы, чеченцы, их поддержим. Я лично поддержу таких русских. Вот они бы что-то изменили. Но, по всей видимости, не нужно. Нужно, чтобы там не было свободы, чтобы была какая-то КГБшная диктатура. А КГБшники стоят на коленях перед Западом, перед ЦРУ, там, перед Ми-6. Они на коленях стоят. Значит, а если они стоят на коленях, что они там делают с российским народом, что они делают там с русскими, с чеченцами, это уже второстепенно. Главное, вы же контролируете, нам это делать не нужно, вы это сами делаете, все отлично. Вот какая система, в какой системе мы находимся и живем. Вот и все. Все очень просто. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Давайте почитаю ваши комментарии. Так. Тогда они должны распустить проект России и дать свободу народам. Ну да, этого они не хотят. Нужно, чтобы контролировали. Ну да, вдруг там свобода будет. А нужно же не просто... Свобода это морковка, которая перед носом вот так вешают у там ишака. И вот бежит он за этой морковкой. А она вот так висит у него. Ее нет, этой свободы. Это они думают, ее нет. Она есть. Мы знаем, мы, чеченцы, знаем, что она есть. Она есть в каждом из нас. Свобода, она дана Богом. Ее у нас не заберет никто. Никто. И сегодняшняя демократия, сегодняшние вот эти права человека, они установлены, потому что так велел Бог. Не потому, что вот эти все диктаторы, узурпаторы, коррупционеры так хотели. Нет, если бы они хотели бы, они бы на нас кандалы одели бы и заставляли бы нас там работать 24 часа на них. Это Бог так захотел. И система, которая, да, она ценна, ее нужно еще улучшать, ее нужно развивать и оберегать. Международное право, его нужно с уважением к нему относиться, потому что это божественное право. Как бы это долгая история, могу подробно рассказать, но это так. Это так. А здесь сидят, уже зажрались, у них все хорошо, там уже там летают где-то в облаках. Знаете, когда Ной завещал своим сыновьям, он сказал две вещи. Не создавать Богу товарища, то есть не многобожие, не идолопоклонничеством заниматься. Первое. А второе, не будьте гордыми. Гордыню он сказал своим сыновьям, он сказал, уберите гордыню, чтобы у вас ее не было никогда. Так вот эта гордыня у многих появилась. И они думают, если я чеченец, который не говорю на немецком языке, без денег в кармане приехал сюда, здесь живу, то я какой-то там второй сорт, что я должен там язык высунуть, лапки вперед и там плясать. Они не понимают, с кем они имеют дело, понимаете? Понимаете? Завтра вы окажетесь в такой же ситуации. Потому что гордыня, она доводит до этой ситуации. Если не вы, то ваши дети окажутся. Немцы после 45-46 года, женщин, мужчин практически не оставалось. Кто-то сидел, в основном много убитых было, коллег было. Женщины пахали днем и ночью. Вот тогда не было в Германии гордыни, гордости не было. Вылечились от гордыни. А сейчас гордыня, и не только, у евреев гордыня, у американцев гордыня.
Понимаете? Как только гордыня вас касается, вы сразу же оказываетесь на дне. Сразу же. Чеченцы это тоже прошли. У нас она тоже была. Да, лардуэльвай, кураллах. Так, незнакомец. Так я ж муж твоего папы, Дион, и твой лично, Дион. О чем ты говоришь, Дион? Тогда они России давали кредиты. Конечно, Россия, но надо было профинансировать Россию, понимаете? Надо было Русь матушку профинансировать. Вдруг у нее денег не хватит, патронов не хватит чеченцев убивать. Надо профинансировать. Вдруг Ванек, оккупант, будет голодный на пайке сидеть, ему не смогут они выплатить там жалования. Да, давали, помню. Восток Украины принадлежит западным бизнесменам. Ты посмотри, кто строил Донбасс. Да, именно так, да, там очень много олигархии и всякой разной. Но и сейчас уже вот эти полезные ископаемые уже переданы Трампу, американцам. Некоторые вещи, которые даже еще не освобождены, уже переданы. Невероятно. Ну, знаете, мне очень грустно, что вот так откровенно коррупция, столько, вот про Трампа рассказывают, что у него там, например, есть какой-то там китаец, по-моему, там из его окружения, который постоянно имеет какую-то инсайдерскую информацию, и он там 40 миллионов, там 80 миллионов, там 100 миллионов на инсайдере там зарабатывает. Ну, может, не лично Трампа, может, его сына, еще там дочери, еще кого-то, каких-то там они подтягивают людей, чтобы на тебя не подумали, на китайцев подумали. Может так. И знаете, это так противно. Я так гордился Америкой, я так уважал Америку, я уважаю американскую нацию, Америку уважаю. И так хотел видеть в этом президенте тот, который будет там, куда тебе 70 лет, ну сколько тебе денег еще, а? Ну тебе, 1 миллиарда, просто вот так хватит, куда ты, на том свете нет, я тебе отвечаю, там не нужны деньги, отвечаю, очень жаль, конечно, очень жаль, если у США не будет той морально-нравственной составляющей, которая у нее была, или о которой она основывалась так, то это катастрофа для нас всех. Для американцев она в последнюю очередь. И для евреев тоже, кстати говоря, самых ближних союзников. Потому что нужно вспомнить, что было самые большие потери и разгром евреев. Именно произошел, когда из Римской республики она начала становиться Римской империей. И тогда евреи были на хорошем счету и в очень хороших отношениях с Римской империей. И самый большой удар нанесли. Потому что у евреев что забрать было? Ну, почему нацисты делали? Потому что евреи здесь такую беду, такой вред немцам составляли? Нет. У евреев нужен был враг, как русским там чеченцы. Немцам, нацистам нужен был враг какой-то, чтобы отвлечь от проблем. Чтобы народ мобилизовать, там, объединить там, вот в этих коричнево-рубашечников своих. И тогда, кого? Можно было цыган просто. Но у цыган денег не было так много. Они тоже под раздачу очень сильно попали, цыгане. Но это так уже, дополнительно, так, великие арийцы там зачищали там, второсортных, третьесортных и так далее. Якобы, конечно же. А у евреев было что забрать. И если посмотреть здесь, в Гамбурге, в Берлине, самые хорошие, крутые районы, самые хорошие, не окраина, центр, там находятся вот эти латунные таблички, где жили евреи. В хороших районах, в хороших домах. Их оттуда в газовые камеры, куда-нибудь в Польшу, в Баварию, еще куда-то в концлагеря. А туда заселяют СС, гестапо, любовниц своих, еще кого-то. Вот как это было. Как это будет, не дай бог, конечно. Не дай бог.
Так, так. Пассе надо обратно на Лубянку отослать, лишив командировочных. Не говори. Да, нужно постоянно вещи своими именами называть. Пусть знают. А то сидят они здесь. А в чем, знаете, беда? В том, вот опять же, тех же русских. Потому что вы здесь, русская оппозиция, молчите. Молчите где-то там отдельности, где-то ковыряетесь, где-то там пишете, умные вещи некоторые пишут. Ну-ка объединитесь, да, елки-палки, вы же знаете сами прекрасно. Сами вот эту всю ГБшную мразь от себя отгоняете, где-то пытаетесь проходить, я же знаю, наблюдаю за некоторыми. Ну объединитесь несколько человек, соберитесь, дайте знать. Мой канал для вас открыт, я вам готов. Тот, кто не связан с гибней, пожалуйста, я для вас готов быть, безоговорочно признаете нашу Ичкерию, конечно, это вы и так и делаете, и преступники должны быть наказаны, совершившие над нашим геноцид. Все, полностью можете на меня рассчитывать, 100% дело. Вот нас нету, то же самое чеченцев касается. Ой, а что мы будем делать, а мы ничего не можем. Почему мы не можем? Валлахи, биллаги можем. Как это мы не можем? Мы очень даже многое можем. Понимаете? Один человек может сделать, не говоря уже о том, что нас здесь тысячи. Просто комментарий написать, слово, мнение сказать, заявить о себе позицию. Даже если ты писать не умеешь, просто вот так нарисовать, не просто лайк поставить, а с фамилией своей, именем или со своим ником. Что ты вот человек, который переживаешь, лайк поставить, там, кулак поднять, там, поддерживаю сказать, что угодно же можно. Но надо работать для этого. Если вы думаете, кто-то за нас эти проблемы решит, не решит. У них деньги, у них без ограничения, ложь. Единственное, на нашей стороне Бог и правда. Где правда, там Бог. Где Бог, там правда. И нас победить невозможно. Вот в чем наша сила. Да, они будут крутить, обманывать, хитрить. Ну, ничего не получится. Так. Как может нормальный человек гордиться чужим государством? Да, конечно может, как тебя там, Анатолий, конечно может. Не только я могу американским государством гордиться, я горжусь украинцами. Я восхищен украинцами, на самом деле. Это невероятно то, что они делают. Я не ожидал близко даже, что такое возможно с их стороны. Они просто показали, что я ничего не понимал ни в украинцах, ни в этой ситуации. Хотя Дудаев говорил, не злите их. Он военный был, он со всеми с ними общался, хорошо знал. Сказал, живые будут завидовать мертвым, когда украинец придет за своим. Понимаете? И они борются и дерутся за свою свободу. Понимаете? А могли бы лапки поднять. Сказать, все, сдаемся, договоримся. Хотя там много и агентуры, и врагов, и наперекор всему они держатся, стоят. Поэтому я уважаю и не только США, я уважаю и, конечно же, Украину. Правда у каждого своя, вот только истина едина. Да, возможно. Но если вас меньшинство, то почему вы считаете, что то, что вы думаете, всем лучше будет? Иранцами гордитесь, они напихивают в США сильнее, чем Украина и Россия. Так, Владимир, ну смотрите, у нас не меньшинство. Нас не меньшинство. Я за россиян не буду говорить. Это россияне пускай решают. Мы, чеченцы, то, что я излагаю свою позицию, нас большинство. Мы против оккупации, мы за свое государство, за свою свободу и так далее. 90%, 95% за это. Поэтому, конечно же, мы говорим не от меньшинства имени. Единственная проблема, у нас дома родственников пытают. Вот я сегодня выложил текст. Это произошло в 2017 году, когда прислали Тумсу Абдурахманова сюда,
Это я тогда первый раз тогда удивился вот этому трюку, который они выкинули. Тогда Ахмед Закаев должен был, который радикал, исламист, Ахмед Закаев, напасть на Россию, он предлагал там освободить поход на Дагестан, сделать там на кафиров, кафиры, там, все кафиры, все христиане, все враги. Вот ваш Ахмед Закаев это все рассказывал. Да. И потом Ахмед Закаев быстро драпанул сюда. Ну, он тогда входил в правительство Масхадова, и прямо на собрании правительственном он говорил, что я слагаю с себя полномочия, сложу с себя полномочия министра культуры и поеду сражаться с кафирами. Вы трусы, вы там туда-сюда. Ну, короче, провокатор самый настоящий. Много зла принес Ахмед Закаев вместе с Русланом Кутаевым. Сейчас вот они все повсплывали, вот эти все, которые якобы за нас, которые были. И в итоге мы пришли к ситуации, когда получилось, что вот Фишет, Борн, Фишет, Ребель, Машдойшо. Вот об этом и речь, парни. Нужно каждый раз бороться за наши права. Понимаете? Каждый раз. Я буду говорить открыто, публично. Вы показываете, что вы рядом. И все, этого достаточно. Вопрос задайте, лайк поставьте, там, что-нибудь там еще, и так все будет отлично. Да, вакир диш дагди шумдачун. Wallah билла дац, дал мулам. И вот эти люди, ну, короче, о чем-то я начал говорить, уже сбился, уже отвлекся. И получается, что мы не меньшинство, мы все хотим за свою свободу, мы хотим своей свободы. И вот, возвращаясь к этому Тумсо Абдурахманову и Закаеву, я хотел эту историю, я написал текст об этом, просто мне Facebook напомнил это, и я его написал. И есть такой, я не знаю, Дину Вацасуни, Собар Эль. Это было в 2017 году. ФСБ прислала своего агента Тумсо Абдурахманова, который прослушками занимался и уничтожал наших людей, переводами, прослушки разговоров с чеченского на русский. И вот они убивали наших людей. И таким образом обвиняли всех там террористов, исламистов и так далее. И вот он сюда приехал, и он начал противостоять Закаеву. Противостоять он Закаеву, вот этот Тумсо Абдурахманов, начал при помощи Мансур Садулаев есть. Тоже еще одна консерва, которую сюда прислали. У вас сейчас тоже всплывает, тоже начал, давно не было слышно, появляется. Как-то тоже связан с Удуговым. И все они одна компашка. Закаев, Удугов, это все одна компашка. Одного, может быть, они конкурируют за власть внутри, но из одной конторы управляются, из одного кармана финансируются. И Тумсо приезжает сюда и начинает заезжать на Закаева. Причем ярый исламист. Что вот там, вы где-то там станцевали где-то, вы там, бред. И все это накручивается. А у нас информационное поле тогда тишина. Все молчат. Сейчас вот то, что вы сейчас видите, этого не было тогда. Тогда все ждали момента. И вот появляется Тумсо, и Закаев он начинает. А Закаев исламист, специсламист. Он не тот, не демократ, не исламист. Он за Россию, за деньги он. Вот его история. И этот человек представляется демократом, и Тумсо начинает на него наезжать. Что ты не мусульманин, мы тут, ты не из нас, мы не из тебя, там, 3-е, 10-е. И таким образом делается реклама Закаеву, что он демократ. Хотя Закаев призывал напасть на Дагестан, он там супер исламист, супер кафиров, всех христиан убивать. А тут раз он резко переобувается и становится демократом. И Тумсо делает из него демократа. И вот у них противостояние такое, такое там. Тумсо начинает о нем говорить, там, все об этом. Я начинаю вмешиваться, я звоню Тумсо, говорю, зачем ты говоришь, зачем ты эту провокацию делаешь? Мы же там, я думаю, нормальные люди, оба просто матерых врага чеченского народа, а я по своей душе наивности начинаю с ним разговаривать. И вот точно так же выходит Собар Эль, парень. Он командир Веденского сектора направления, он раненый был вывезен и находился в Турции.
И он, видя, что вот этот исламист, в кавычках, вахабня, Тумсо Абдурахманов, говорит от их имени. То есть они с оружием сражались, они мусульмане, они с оружием сражались, он раненый и так далее. И, видимо, они подумали, подождите, а кто это такой? Какой-то связист, какой-то дятел вылез и начинает, короче говоря, на Закаева наезжать. Стоп. И он говорит, подождите, мы пока есть, очень уважительно он говорит, мы пока есть, не спешите, не надо врагов радовать, их веселить не надо, туда-сюда. А это оба враги. И он не знает тогда, и я не знаю, что это враги. Хуже врагов, предатели. Изображающие из себя чеченцев, там, сторонников наших и так далее. И у Собор Али начинаются колоссальные проблемы. Его брат, который сидит в тюрьме, его вывозят, он якобы подрывается во время следственного действия, подрывается на мине, он погибает. Потом похищают его братьев. Это все четко расписывает Кавказ-центр, как похищают родственника. А почему это делается? Почему Кавказ-центр об этом рассказывает? Да, вроде бы он за российский, а как это он рассказывает? И вроде бы можно подумать, он сочувствует Собор Али, вот этому парню. Это делается для того, чтобы все увидели и испугались. Потому что если я что-то скажу наших родственников, Собор Али за себя не боится, 100%, боялся бы, не воевал бы. А вот за своих родственников, это вот все, ты виноват, на тебя это все, это так делается, специально это делается. Специально, самая подлая война против нас ведется. И Кавказ-центр начинает расписывать, братьев похитили, сестру забрали, там всю семью их там забирают, допрашивают, там, избивают. И Кавказ-центр это подробно расписывает. Кавказ-центр, Тумсо, племянник Маулади Удугова, брат Тумсо, это все одна шайка-лейка. Все одна работающая против чеченцев на русню. И Закаев такой же. Но только сейчас он в другом лагере, и у них как будто там оппозиция, и он демократ. И вот этот текст я сегодня написал, сегодня, по-моему, я его написал, и выложил у себя. Потому что мне Facebook его напомнил и так далее. То есть, когда они начинают раскручивать кого-то, и вам может показаться, что они оппоненты. Это не так, они не оппоненты. Да, они могут оппонировать друг другу, они могут даже люто ненавидеть друг друга, оскорблять друг друга. Особенно они любят оскорблять там, про там, разные подлости, грязи, там, извращения, такие вещи они любят говорить. Чтобы привлечь внимание и сказать, ну не, они не вместе. Вот нужно вас убедить. А как убедить? Сказать, что вот твой сын в гостинице где-то в Дубаях, там где-то с кем-то развлекался. Но если на Кадырова сына такое сказать, ну Кадыров, точно он не с Кадыровым, да, вы подумаете. Да, возможно, он не с Кадыровым, но он с ФСБ. Из одной стороны и Кадыров с ФСБ, и это с ФСБ. Вот как это все работает. Вот как они ведут свою эту деятельность. И когда я уже не сдержался и начал, уже включился, открыл свой канал через 1,5 года, через год я уже начал публично уже видео делать там, и так далее, тогда начали появляться огромные, сперва меня оболгали, сперва я еще Закаевым был, они так еще меня надеялись, что меня завербовать получится. Но потом, когда они раскрылись, уже в 2021 году, они полностью уже раскрылись, что они работают, короче, на русню, пытались меня завербовать. Вот с тех пор они начали меня уже, и кем только они меня не называли, и атеистом, и евреем, и врагом мусульман, и там, и такой, и сякой, и что только они не придумают. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. На территории России меня запрещают. И появилось огромное количество блогеров. Сперва какие-то там патриоты, там какой-то был, там стрелами там один стрелял, такой весь там чеченец, там флаг там наш висит, все как положено. А потом оказалось пшикный он. И вот потом другой пшик появился, потом еще, потом вообще грязь какая-то, сплетни, и вот бум-бум-бум, вот это все идет. И все это делается для чего? Для того, чтобы правда до вас не дошла, мои дорогие чеченцы, чтобы вы не услышали правду, чтобы наш голос, который они давят, они гасят, меня гасят, моих родственников гасят, у меня нет родственников уже, практически никого.
И они гасят для того, чтобы вы не услышали. Не вам они не говорят, как они гасят, но гасят со всех сторон. А вот это все, вот эта вся грязь, она вот каждый день ее закидывают, там они собираются, обсуждают. Почему? Потому что они боятся правды больше, чем пуль. Поэтому нам не нужно воевать, чеченцы. Мы должны мирно донести. У нас есть все возможности. Мы очень-очень четко видим фундамент этого мировоздания. У нас есть видение. И это видение они не могут ни мое пошевелить, ни многих вас, чеченцев, они не могут пошевелить. Потому что у вас есть это. Вам Бог это дал. Это в вас, это заложена эта программа. И с этой программы они нас уже доводили до 5-6%, убивали нас, заканчивали. И снова возрождались. До 20-30% опять убили, и опять возродились. Сейчас убили 25%, четверть из нас. И все равно они ничего не добиваются. Поэтому нам, конечно же, нужны воины. Конечно, без воинов, без солдат. И каждый чеченец воин. Но сейчас мы, кто хочет воевать, есть Украина. Никакие Кириллы, Будановы, Закаевы, вы туда себя только пачкаете. Вы только попадаете просто под раздачу. Много есть подразделений, где можно спокойно воевать. И ни один украинец не сдаст и всегда прикроет свой командир там и так далее. А вот эти все Будановы, там какие-то там Закаевы, майоры Джамбетовы, там все, это все вам это катастрофа. Просто каждый ваш шаг, фамилия, имя, ваши родственники, с кем вы контактируете, все просто узнаете, и рано или поздно с вами вопрос будет решен. Поэтому лучше не связываться, никак не связываться. Понимаете? Огромное количество батальонов, группировок есть в Украине. Кстати говоря, украинских националистов тоже стоит предупредить. Будьте очень осторожны. Вами занимаются. Вас будут дискредитировать. Пока не доведут просто. Или вы их не доведете, или они вас не представят террористами и так далее. Понимаете? Рассказывают там, вот там недавно слышал, вот там про Аслан там про Россию, про ФСБ говорит, а эти про Кадырова. Вот в Украине берут и сжигают кадыровский, вот это российский оккупационный флаг для Чечни. Ну, сожги российский, а. Ну ладно, это сжигаешь, ну хотя бы с ним тогда, если ты не можешь просто его не сжечь, и тебе команду дали этот сжечь. Ну сожги еще российский вместе с ним. Ну зачем так себя делать, на уровень предателей ставить? Дудаев говорил, нужно драться не с хвостом, а с головой дракона, который в Кремле находится. А вы хотите, как Тумсо Абдурахманов, Кадыров, враг Кадыров, только Кадыров. Ну, таких Кадыров у него 5 еще на запасе. Уберет это, другого поставит. Так это же обман получается. Я когда такой, нет, ты, говорит, дерись с русскими, там, с ФСБ, Кремлем, там, ты на них там свой информационный делаешь, а мы против Кадырова. Представьте себе, просто, ну пусть он этим, Тумсо также говорил, мне говорил, ну пусть он этот. Понимаете? Нельзя так делать. Это вражеская просто услуга. Это делается для врага. Понимаете? Для врага нас разделяют. И потом вот эти, кто против Кадырова, у них авторитет растет, их принимают, с ними разговаривают. О, это умеренные они. Они не против России, а просто они в составе России хотят. Ну чтобы Кадыров, он же плохой Кадыров. Так вот, Кадыров не убивает никого без разрешения ФСБ. Всех, кого убивают, с разрешения ФСБ убивают на территории Чеченской Республики. Когда кадыровцы по своим каналам вычисляли какого-то нашего бойца, и с ним, в бойцем с этим, находился агент ФСБ, например, дом они отцепляют, находят кадыровцы, одно кольцо, второе кольцо делают вот эти коллаборанты, так называемые кадыровцы. Они звонят в ФСБ и говорят, вот мы окружили, держим. Пока ФСБ им не даст команду штурм, они не имеют права штурмовать этот дом, не имеют права его убивать. И когда ФСБ говорит, там наш человек, нельзя штурмовать, они уже все играют. Вот как с нами ведут борьбу. Понимаете? И мы это должны понимать.
Если ты взял, у нас разделение властей, это самая настоящая демократия. Есть политический центр, есть силовой центр. И они должны всегда согласовывать свои действия. А если один взял в руки автомат, то Тумсо был, вот сейчас другой Тумсо появился. Ну, только с автоматом в Украине. Так вы тоже ФСБшную программу делаете. Вы больше ничего не делаете. Вам, может, это как-то кажется, что вот там я Кадырову там флаг положил, фотографию, и там налил на нее что-то там делает. Вы что, вы не понимаете, что ли, что вы делаете? Вы делаете то, что русским нужно. Вы делаете чеченский конфликт, вы делаете. Понимаете? Вот в чем вся загвоздка. Ну, поэтому силовики, то есть военные, полицейские, спецслужбы, они должны согласовывать всегда свое мнение с законной, легитимной властью, с политической стороной. Это демократия. Я решаю, ты решаешь, когда ты на поле боя окажешься. А до этого здесь очень много вещей, где тебя просто используют, и ты даже не поймешь, что произошло. Ты просто закончишься. Понимаешь? Вот такие вот дела. Портреты Путина находятся в общественных туалетах. Так, мы уже почти 1,5 часа в эфире. Израиль уважаешь, говорит. А ты что, един гений. А ты что, не уважаешь, что ли? Почему между США и Ираном вы выбрали США, говорит? А за что мне выбирать Иран? Вот этого путинского халуя Али Хаминеи, которого грохнули, который лицемер был. Был в 95 году Конгресс конференция исламских государств, по-моему, называлась. И там Азербайджан и Саудовская Аравия заявили о том, что чеченцев убивают, Россия напала, ведет войну, и нужно заявить протест. Мы мусульмане, чеченцы мусульмане, надо как-то реагировать и так далее. Первый, кто выступил и запретил эту инициативу, это был Иран, нынешний вот уничтоженный Израилем и американцами Али Хаминеи, верховный аятолла. Его представитель там был, они сказали, нет, мы против России ничего не будем. И это главный лоббист был. И этот Иран, вот эти террористы, которые КСИР, да, так называемые эти КСИР, они, корпус стражи исламской революции, никакого отношения ни к исламу, ни к мусульманам они не имеют. Ну, только поверхностное, такое визуальное. Это абсолютные, это зло несущие люди, лицемеры самые страшные. Они под видом, вот они работают с духовным управлением мусульман России, под видом мусульман, они нам туда вот эту свою пропаганду помогали русским, нас не просто, они тогда не дали вот этой конференции исламских государств заявить вот эту инициативу. Они сделали так, что помогали уничтожать, не просто словом, а делом. И пропагандой, своими вот этими исламскими там фетвами, там, и так, и сяк, как угодно нас дурили. Поэтому я с большим уважением отношусь к иранскому народу, большим уважением отношусь к шиитам. Это очень хорошие, и персы, это иранцы, это древнейший народ. Они построили, кстати говоря, свою вот эту Кир Великий, всю эту культуру мощнейшую, на культуре, которая была построена хуритами. Хуриты – это наши прямые предки, нас, чеченцев, это наши прямые предки. И Кир Великий строил вот эту великую свою империю именно на основе, на фундаменте хуритской, урартской вот этой цивилизации. То есть нашей чеченской, не армянской, а нашей чеченской. Понимаете? Нохчи, то есть Нохчи, Галга, чеченцы, ингуши, бацбийцы. Нахской вот этой нашей культуре строили. Поэтому мы очень древний народ, иранцы, мы очень большим уважением относимся к ним, но мы плохо относимся к убийцам, террористам, фашистам, которые узурпировали власть и убивают в том числе свой народ. Вот как мы относимся к иранцам.
Так. А Америка, вот ты же за Америку спросил, а Америка, это, знаешь, сегодняшняя Америка, то, что вытворяет Трамп, мне не нравится. Я с этим полностью согласен. Но сама Америка, это построенная на божественных законах, на нашем чеченском, ноевском, но наховском мировоззрении, как и все сегодняшнее мировое устройство. И оно нам ближе, оно нам понятнее. Понимаешь? Это большая, долгая тема, которую нужно объяснять. Но сами Соединенные Штаты Америки зарождались тем же Вашингтоном, который мог стать, Джордж Вашингтон мог стать царем, да, королем Соединенных Штатов. Он избрал нет, он сказал, я буду, не буду царем, буду только тем, и у нас будет демократия. И он, как Римской республики, Сенат был разделен на две части, чтобы был Конгресс, Сенат, сегодняшнюю Америку мы видим. И именно поэтому все силы зла, которые хотят свернуть Америку с этого пути, у них не получается, потому что фундамент был сильно заложен. Понимаешь? Ну, а так, мне, конечно, не нравится то, что некоторые себя ведут вот таким вот образом. Подними, ты мне говоришь, подними. Ребят, ты мне говоришь, подними. Это ты ему говоришь. Так, Россия должна терпеть и голодать, сказал Путин. Да, Асламбек, совершенно верно. Соглашусь, Иран это сплошное лицемерие. Если бы просто лицемерие, Джеки, это еще террористы, понимаешь? Они зло приносят. Зло. Лечи, Рахман. Хайдегини он, да. Хайдегини он. Суна генаон, да. Сколько вас обиженных, да. Так, российские чиновники и Путин сказал, что их дети и родственники семьи должны жить за границей, а холопы в России должны терпеть и голодать. Ясно. Так, мы уже 1,5 часа в эфире. Ты где живешь, говорит. Не говори, Бандера, где... Не говорите, не говорите. Такое... Так. Так. Ладно, друзья, на этом я свой стрим закончу. Дякую и вам, Бандерика, спасибо, что заходите, поддерживаете. Одно дело делаем, так сказать. Слава Украине! Все будет Ичкерия, дал мула. Ичкерия, йолшу, хир йолшаю. Дал мула. Дал Берт Киюэль, Шумасейра. Бюстея Галюэль. Всего хорошего, друзья. До свидания. До завтра. Постараюсь до завтра. Не обещаю.